Законопроект о мерах по социальной поддержке многодетных семей призван улучшить общую демографическую ситуацию, способствовать повышению рождаемости, законодательному признанию деятельности, связанной с воспитанием детей в многодетных семьях, общественно полезной. Значительная часть многодетных семей сейчас испытывает материальные сложности, а принимаемые меры по поддержке этой категории фрагментарны и недостаточны. Изменить ситуацию в этой сфере и должен новый закон, который сейчас разрабатывается в Народном собрании. Законопроект о поддержке многодетных семей в Абхазии был принят парламентом в первом чтении в 2019 году. Что должен включать в себя новый закон и почему, по мнению законодателей, он один из важнейших для республики, узнаем у депутата парламента Алхаса Джинджолия. Алхас Владимирович, в 2019 году законопроект о поддержке многодетных семей был принят парламентом в первом чтении. Какая работа после этого велась над законопроектом? Дорабатывался ли он и на какой он сейчас стадии? В 2019 году был принят проект закона в первом чтении. Это такой важный момент, потому что немножко неоднозначный был проект. Определенная критика звучала со стороны Минфина, контрольной палаты. Вполне адекватная критика, надо заметить, потому что там очевидные пробелы были. Но закон был принят, тем не менее, в первое чтение, чтобы продолжить над ним работу и в более таком созревшем виде вынести во второе чтение. Столкнулись, конечно, с трудностями традиционными при разработке, потому что если мы разрабатываем систему мер социальной поддержки, льгот каких-то, для кого, кто эта категория? Традиционность проблем в чем? Статистический учет этих людей у нас, как всегда, находится по разным причинам достаточно в плачевном состоянии. Большое число семей просто не зарегистрированы как многодетные, они не знают, что есть какие-то льготы, не считают нужным. И вот это такие объективные трудности. Плюс, конечно, главный вопрос, за счет каких средств это финансировать, все эти льготы. Льготы, это, как вы понимаете, те меры, которые государство берет на себя. Вот это была та достаточно справедливая критика. На сегодняшний день просматриваются уже такие горизонты, где можно говорить о втором чтении, то есть просматривается решение этих вопросов. Сам проект, естественно, тоже изменяется между первым чтением и ко второму. Мы приходим с дополненными льготами. Еще когда закон принимался в первом чтении, вы рассказывали, что была проблема со статистическими данными, что то, о чем вы говорили, что много семей не зарегистрировано и вообще разнится информация у разных организаций, то есть такой общей единой базы нету. Вот эта проблема сейчас ко второму чтению, она будет решаться, решается ли? Мы, естественно, проводили консультации, например, с Министерством соцобеспечения. Там сотрудники вполне люди адекватные, опытные, понимают, что нужно сделать. По принципу начнем регистрацию тех семей, что есть. Если в идеале получится это делать в электронном виде, это вообще решение было бы самое удачное. И, скорее всего, услышав, что предоставляются многочисленные льготы, уже просто люди, банально услышав, хоть сами придут, привлечем их на эту регистрацию. Если это будет происходить, повторюсь, в современном электронном виде удостоверения, в чем удобство, то есть в одном маленьком документе будет собрано максимальное количество полезной информации о каждом члене семьи. Вы в законопроекте формулировали понятие многодетной семьи. Что, согласно законопроекту, означает это понятие? Многодетная семья – это определение дано нормативными послевоенными документами. Там по постановлению Кабмина, я сейчас не помню номера, было установлено, что семья, у которой признается многодетной при наличии 3 детей. Мы эту норму сохранили, хотя, честно говоря, более адекватным, наверное, было бы считать многодетной семью с 4 детьми. Сразу началась критика, как помочь тем, у кого 3 детей. У нас критикуют, не дослушав. Во-первых, надо, сейчас уже перейду фактически к описанию законодательной самой
этой ноты. Значит, по количеству семей провести градацию. То есть 3 детей, 5, 7, 9 детей, соответственно, и наращивать объем льгот. Я не говорю, что надо оставить без какого-то попечения семьи с 3 детьми. Всем сейчас нелегко, и с 2 детьми нелегко в наши тяжелые времена. Но государство, если относится рачительно к своим расходам, то и адекватно пытается, видимо, распределять эти льготы. Я считаю, что 4 детей, начать с этого определения, что это многодетная семья, было бы, честно говоря, проще распределить эти льготы, я сейчас объясню. Но такая критика началась, тем более было предыдущее постановление, не стали сейчас мы копия ломать, оставили определение многодетной семьи до 7 с 3 детьми. Какова система льгот согласно вашему законопроекту? Если позволите, я лучше озвучу то, что готовим к обсуждению во 2-м чтении, потому что оно включает в себя часть из 1-го чтения. Вот статья 3 есть в проекте. Первый же пункт: государственное пособие на каждого ребенка ежемесячно в размерах и порядке, установленных Кабмином. То есть это индексируемая сумма. Часть это пособие и так выплачивается, ну, размеры пособий, конечно, хотелось бы увеличивать. Это вот непосредственный вопрос для обсуждения с Кабмином, с Минфином и так далее. Второй пункт: прием в первоочередном порядке детей в муниципальные, дошкольные, образовательные учреждения по месту жительства. Это важный нюанс, что по месту жительства. И 50% скидка на оплату за содержание детей в указанных учреждениях. И вот я говорил о градации, при наличии 7 детей, то вообще бесплатно эти семьи должны отдавать своих детей в детские сады. Третий пункт: бесплатное обеспечение детей, обучающихся в школах, в средних учебных заведениях, учебниками и школьной формой на текущий учебный год в порядке, установленном Кабмином и так далее. Можно здесь тоже провести определенную градацию, до 5 детей, допустим, 3-4 детей, дать скидку на приобретение, а уже 5-6 детей вообще бесплатно обеспечивать детей формой и учебниками. Здесь тоже есть облегчающие такие моменты. Как правило, в этой семье эти учебники переходят по наследству, то есть не надо это всех 7-5 детей по отдельный год заново все приобретать, то есть хоть какую-то помощь оказать в этом моменте. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей в порядке, установленном центральным органом госуправления в сфере социального обслуживания. Как-то я давал вам интервью насчет пакета социальных законов, где мы подталкиваем, помогаем Минсоц к созданию биржи труда. Многодетные родители, которым и так тяжело, которые задыхаются от безденежья, они должны поставить первыми в очередях на трудоустройство. Мы же много говорим о родственном приеме на работу. Вот мера, которая отчасти это тоже будет разрушать. Самое интересное еще для населения: льготы за потребляемые коммунальные услуги, пользование водой, электроэнергией, квартплата, обеспечить многодетным, 3 детей и выше, это 50% скидка мы предлагаем. Это все идет пока речь о предложении. А от 5 детей и выше вообще освободить от уплаты. На сегодняшний день это плюс-минус 4-5 до 5 тысяч может доходить оплата коммунальных услуг, но в наше время с нашей инфляцией, изменяющимися нормативами, когда, как в некоторых соседних странах, это может доходить до 20-30 тысяч, это, извините, для любой семьи уже бремя заметное в их бюджете. Здесь еще опять упоминается, то есть переносится норма на школы об обучении на безвозмездной основе, потом скидка при приватизации жилья, находящегося в государственной собственности, и при наличии 5 и более детей вообще освободить от уплаты этой пошлины и предоставлять им собственность. Вроде бы мелочь, но мало таких семей, почему бы и это не учесть? Потом мы это обсуждали с Минкультом, они готовы подсказать и помочь: льготное, бесплатное посещение государственных учреждений культуры, музеев, театров, выставочных залов. Мы не пользуемся этим каждый, но для кого-то это важно, для кого-то это интересно, они сами. То есть каждый пункт, чтобы вы понимали, это мы проводили микроопросы по этим семьям.
Вот еще интересная мера. Если в семье 7 детей, государство могло бы обеспечить вполне личным автотранспортом. Видели, наверное, японский микроавтобус. Для них это было бы огромное подспорье. При рождении 6-го ребенка обеспечить земельным участком 6 соток. Почему бы и нет? Этот отец этой многодетной семьи, у него 3 сыновей, как везде, наверное, в нормальной семье, будет задумываться, где будет его сын, дочь жить и так далее. Почему бы не направить это в правильное русло? Ну, вот это основной перечень этих мер, да, еще за счет бюджета помочь людям, этим семьям, этим детям посещать бесплатно секции, кружки, факультативы различные. По-моему, перечень мер более чем внушительный для нашего времени. Конечно, это дорогие меры, но об этом можно поговорить. По поводу того, что все вот эти льготы, они предполагают определенное финансирование, да, денежное подкрепление финансовое. Как вы думаете, эта проблема будет решаться? Есть много способов решения. Мы не пытаемся бездумно и популистски внедрять какие-то меры, которые мы не сможем обеспечить. Мы тоже грань адекватности, надеюсь, еще не потеряли. Все происходит в комплексе. Если мы сейчас занимаемся законодательством по демографии, готовим к принятию, о репатриации, там некоторые изменения будут происходить. Фонд репатриации, вот просто расскажу, они говорят, что пересмотрят, например, свою политику в отношении обеспечения жильем репатриантов. То есть они планируют прекратить там строительство жилья, перейти на другие схемы их обеспечения. Одно это прекращение строительства может освободить до 70, до 100 миллионов, сейчас затрудняюсь точно сказать цифру, это немножко плавающий показатель. Сумма более чем внушительная. Ряд мер мы обсуждаем здесь вообще из других отраслей. Я говорю уже о моих коллегах-депутатах, которые выходят с предложением к Кабмину. Ряд этих мер может наполнить бюджет каждой из этих мер на более чем внушительные суммы. И сейчас уже к концу нашего разговора напомню, что может быть важнее в нашей стране, как не забота о народе, какие популистские слова, но по смыслу, какая часть проблем, давайте вспомним, зависит от нашей малочисленности, вытекают из нашей малочисленности. Странные процессы происходят, чем мы более в свободном плавании, более длительное время находим, и тем более беспечно относимся к этому вопросу. Мы снизили статус вообще отношения общественного к проблеме репатриации. Если мы о многодетных семьях вспомнили спустя 30 лет, более-менее 10 лет сытой жизни, как-то мы отстаем, видимо, все-таки от современных реалий, наших вообще целей и задач нашего народа. Когда вы инициировали принятие вот этого законопроекта, создание, разработку этого законопроекта, чем вы руководствовались? Желаниями помочь этим людям. У меня в моей среде общения, у меня 2 моих коллеги, у них по 4 детей. Они вообще не знают даже, что у нас можно регистрировать. Теперь узнали, когда я им рассказал. У моего брата 3 детей. Никто из них ничего не получал от нашего государства. Сейчас немножко неприлично рассказывать, как пример без имен. Один из них, из моих коллег, 4 детей родились практически все на территории Российской Федерации, все, по-моему, даже. Он сам того не зная, ему предоставляли льготы там, по месту, где они рождались. Предоставили земельный участок, они получают пособие. С Российской Федерацией это образец, как они заботятся о своих детях. Во многих странах мира, в других странах мира, помимо нас, России, допустим, эти программы везде приносят колоссальный эффект, где государство прямым способом поддерживает подобного рода демографическую политику. В каком виде поддерживает, это уже вариабельно. Когда планируется рассмотрение второго чтения, на втором чтении этого законопроекта, и много ли изменений еще надо внести? Я не могу сегодня ответить на этот вопрос точно, потому что это предстоит еще многократно обсуждать и со структурами кабминовскими, с Минфином, с Минсоцем, с общественностью, обсуждать, пока не придем к какому-то общему мнению. Только тогда мы можем выйти уже на второе чтение и принимать закон. Вплотную сейчас займемся подготовкой ко второму чтению. Здесь включатся много организаций, фонд страхования
подключатся, я думаю, мы пригласим их для консультаций. То есть общее мнение должно у всех совпасть. Из этого закона вообще не предусматриваю, что здесь какие-то перепалки могут быть. В рабочем режиме, да, но в сессионном порядке там надо все это спокойно, адекватно принять. Государство должно продемонстрировать, в конце концов, что заботится о людях. Ну, это может затянуться? Я постараемся, чтобы не затянулось. Оно и так уже пролежало непозволительно долго у нас. В каком социальном положении сейчас находятся многодетные семьи? В каком соотношении? Кто себя чувствует там чуть получше, да? Кто там, может быть, за чертой бедности, кто в среднем, скажем так, положении? Ну, конечно, есть представления. Мы раньше вот активно, когда сотрудничали, и сейчас продолжаем, в принципе, с фондом благотворительными, да, вот тот же Киараз. Ребята помогают, я своими глазами видел эти семьи в селах, и как дети встречали эти посылки продуктовые. Не должно в наше время так быть, чтобы для детей масло сливочное было деликатесом. Сейчас как хотите, поймите. Сейчас мы не в таком социальном положении, наша страна, чтобы для женщины, потерявшей мужа, у нее много детей, она должна быть наиболее обеспеченной ячейкой нашего общества. Просто это надо видеть воочию, не надо здесь ничего обсуждать, просто принять на веру, что это действительно нужно. И если каждый из нас вспомнит, такие семьи всегда где-то рядом они есть, нуждающиеся в поддержке. Здесь не идет речь, в конце концов, о каких-то фантастических деньгах. Вообще, если сейчас более агрессивно говорить, если наше государство пересмотрит вообще свои расходы, то этот перечень льгот может быть в 10 раз длиннее, наверное. И вот настоящая забота о государстве появится, о ребенке. Давайте воспитаем тогда новое поколение полноценное. Давайте ими и займемся, не забывая о преемственности, конечно. Социальная поддержка многодетных семей – сфера деятельности не только государственных органов, но и благотворительных фондов, общественных организаций, социальных служб. Как принятие законопроекта скажется непосредственно на многодетных семьях и насколько он необходим для этой категории населения, узнаем у наших экспертов. Расскажите, пожалуйста, с чем вы непосредственно сталкиваетесь во время своей работы с многодетными семьями? Какие проблемы в основном вы наблюдаете и вообще, как вы ощущаете, много ли таких семей? Если говорить о мерах социальной поддержки, о том, какие они должны быть, нужно начинать именно с того, какие проблемы существуют в данном случае у многодетных семей. А проблем на самом деле очень много. Самое главное, наверное, я бы отметила, это проблема с жильем или же с жилищными условиями. Для нас это проблема номер один, та, с которой мы сталкиваемся. Также я бы отметила проблему именно вот в отсутствии денежных средств. Ну, понятно, да, для того, чтобы обеспечивать свою семью, ну, вот, самыми необходимыми средствами, да, для того, чтобы жить достойно. Проблема также существует, когда им приходится обращаться или пользоваться медицинскими услугами, это понятно. И, конечно же, когда наступает время собираться в школу, то многодетные семьи сталкиваются с огромной проблемой обеспечения своих детей школьными принадлежностями, школьной формой и, конечно же, школьными учебниками для того, чтобы вот учиться. Но на самом деле, вот правда, очень много проблем, то есть их можно раскрывать и раскрывать, как бы они не заканчиваются. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы государство на законодательном уровне, да, имело возможности помогать многодетным семьям. В первую очередь, какой должна эта помощь быть? Как много таких семей? Есть ли у вас какая-то статистика? Я понимаю, что с этим вообще проблема существует, но тем не менее, есть ли статистика и много ли таких семей, и какая помощь в первую очередь необходима таким семьям? Ну, статистика наверняка есть в Министерстве соцобеспечения. У нас статистика немного иная. Мы помогаем не просто многодетным семьям, мы помогаем малоимущим многодетным семьям, все-таки есть небольшая разница. Но даже в наших списках этих многодетных малоимущих семей
ну, к моему большому удивлению и сожалению, очень большое количество. Вот. Хотелось бы также отметить, что я бы, наверное, в отдельную категорию отметила многодетные семьи, где есть дети с инвалидностью или же дети, у которых какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Вот именно эту категорию, наверное, я бы прямо как-то отдельно отметила. В этом законе. Да, вот именно в этом законе, потому что все-таки в таких семьях намного больше необходима поддержка, и у них совсем иные потребности. Мы в своей работе ощущаем, что недостаточно, к сожалению, мер, услуг и ресурсов, направленных для поддержки таких семей. И мы очень рады, что есть такие инициативы, которые направлены на поддержание социально уязвимых детей, семей. Очень важно подметить, что данный законопроект, он охватывает ряд проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи. Это обеспечение школьными учебниками, это предоставление медикаментов, устройство в детские сады детей из многодетных семей. Но очень важно понимать, что не всегда нужно ограничиваться отдельной категорией многодетности, так как мы сталкиваемся в ходе своей работы с другими категориями. Например, это неполные семьи, когда отец воспитывает самостоятельно детей, и он не попадает ни под какую категорию. Также, когда пожилые и престарелые родители и опекуны. То есть, конечно же, более глубоко хотелось бы, чтобы к этому вопросу подходили, но в то же время очень приятно, что на законодательном уровне рассматриваются такие сложные и важные социальные проблемы, которые на данном этапе необходимо, чтобы они уже... Законопроект сейчас готовится. Вы уже сказали, что примерно должно быть в нем отражено, но, может быть, есть еще какие-то вещи, что должно быть отмечено, которые должны быть отмечены на законодательном уровне? Ну, на самом деле сложно сейчас что-либо придумать. Мир давно уже все придумал и реализует это успешно. Нам бы просто как бы это перенять, как говорится. Я ознакомилась с законопроектом. Действительно, то, что там уже прописано, если это будет работать, на самом деле поддержит наши семьи. Но можно было бы, конечно, расширить эти меры поддержки. Да, сегодня есть достаточно помощь со стороны государства. Да, это единовременные там, выплаты пособия, это ежемесячные пособия, выплаты. Вот мы знаем, фонд Асхара также стал выделять по 100 тысяч многодетным семьям. Все это, конечно, хорошо, но можно очень много еще различных мер поддержки придумать. Сразу приходит в голову идея социального контракта. Это когда государство, ну оно тоже может быть разного вида, но вот основная идея этого социального контракта, когда государство предоставляет многодетной семье, значит, пакет соответствующих услуг. Либо это может быть обучение или переобучение, да, там, родителя. Это может быть помощь в создании ИП, в развитии бизнеса, что вот очень интересно на самом деле. То есть вот этот социальный контракт во многих странах, он, кстати, очень успешно работает. Как работает социальный контракт? Вот государство, получается, заключает договор на ту или иную поддержку. То есть государство так или иначе поддерживает семью, и семья обязуется, значит, выполнить все условия. То есть если, например, семья хочет развить какой-то бизнес, государство предоставляет ему, семье, вернее, кредит, да, соответствующий. И семья должна как бы по договору реализовать, скажем, какой-то проект, свой бизнес. Ну, то есть это на взаимовыгодных условиях получается. Вот я опять же говорю, сама форма социального контракта, она может быть абсолютно разная. Просто вот надо понять, это как индивидуальный подход к семье. То есть каждая семья сама понимает, что ей нужно, а государство ей в этом помогает. Вот. Еще это я вот со своей стороны лично бы отметила. Возможно, это не совсем должно быть прописано в законопроекте, но на сегодняшний день большая проблема именно медицинское сопровождение беременных женщин. То есть многодетные семьи, которые ожидают очередного ребенка,
им очень сложно вот на начальных сроках беременности проходить все процедуры, потому что у них нет финансовых возможностей, приобретать лекарства. А это все, соответственно, сказывается на здоровье будущего ребенка. В вашей практике было ли, могли бы вы какие-то примеры привести, как раз что касается беременных женщин, когда они встают там на учет? У нас, в принципе, это бесплатно. Но когда речь идет о том, чтобы сдавать какие-либо анализы или же покупать лекарственные препараты, которые очень дорого стоят, те же самые обычные витамины, да, то тогда, конечно, семьи сталкиваются с проблемами, с трудностями. Вот. И, конечно, первое время, когда мы начали работать, мы стали замечать, что женщины до последнего не встают на учет, то есть вот на 8-м месяце, на 9-м месяце, или же вообще не вставали на учет и просто попадали вот по факту в роддом. И это, конечно, сказывается на здоровье и самой матери, и ребенка, соответственно. Но после того, как мы начали работать вот с такой категорией семей, мы это тоже стали как бы вот налаживать этот процесс, и на сегодняшний день на ранних сроках беременности наши вот женщины подопечные встают на учет, и слава богу, все очень благополучно. Что еще в законопроекте привлекло ваше внимание? Вообще, конечно, я бы отметила именно сам статус многодетной семьи. Во время Советского Союза мне рассказывали, я не помню, но мне рассказывали, что был такая награда, орден, да, мать-героиня. На самом деле не хочется даже озвучивать те нелицеприятные вещи, которые иногда слышат многодетные семьи. Вот с этого, наверное, и стоит начинать. Мы говорим о демографии, мы говорим о том, что нас должно быть больше, но на самом деле не всегда многодетные семьи слышат, скажем так, похвалу в свой адрес, так назовем. И, наверное, на государственном уровне статус многодетной семьи, он должен быть в почете. Ценности, ориентиры многодетной семьи, они должны быть на всех уровнях, да, поддерживаться и как-то отмечаться. То есть, я, насколько знаю, в России в отдельных регионах есть такой орден «Родительская слава». Это когда многодетным семьям денежную выплату какую-то выделяют. Но и сам вот статус многодетной семьи, он очень ценится. Наверное, вот именно с этого нужно начинать. Вот. А так, конечно, ну, действительно, очень много различных примеров других стран, которые мы могли бы попробовать на себе, но на все это, конечно, нужно и время, и, соответственно, финансовые средства государства. Во время разработки законопроекта кто-то обращался к вашей организации с какими-то вопросами, советовались ли с вами? Да, непосредственно депутат Алхаз Джинджоли с нами общался, и мы рассказали вообще о том, какая ситуация на сегодняшний день именно в малоимущих многодетных семьях, то, с какими они проблемами сталкиваются. Мы дали свои советы и рекомендации, что бы хотелось, чтобы в этом законе было отражено. То есть все, что было нам известно, мы вот постарались все передать. И я вот вижу, да, по проекту, что вот наши какие-то идеи, они как бы отражены в этом законопроекте. Как вы взаимодействуете с социальными службами, с министерством, да, профильным ведомством, которое занимается социальными вопросами, проблемами, в том числе и многодетными семьями? Ну, на самом деле у нас очень тесное взаимодействие, без этого никак нельзя. Для того, чтобы работа была эффективной и качественной, нам нужно друг с другом общаться и взаимодействовать. На данном этапе получается, что если в социальной службе есть какая-то семья малоимущая, да, которая подходит под критерии нашей организации, они передают этот сигнал нам, и мы в последующем можем оказывать семье ту или иную помощь. Также бывает наоборот, если же мы выявляем какую-то семью, в которой наших ресурсов каких-то внутренних не хватает,
Мы передаем сигнал об этой семье социальной службе, и они, соответственно, делают работу по своему направлению. Мы государственное учреждение службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве социального обеспечения и демографической политики. Соответственно, мы работаем в тесном сотрудничестве с министерством, со всеми ключевыми министерствами и структурами на территории Абхазии, как на государственном уровне, как на центральном уровне, так и на местном. Хочется подметить, что наша роль, она учитывается. Мы имеем возможность влиять на процессы, которые происходят как при принятии тех или иных решений. Нас приглашают на различные круглые столы в рабочие группы при парламенте по написанию законопроектов как о многодетных, так и законопроекта о социальном обслуживании. То есть, учитывая, что мы работаем в полях, у нас есть определенный опыт и видение решения тех или иных проблем. И приятно понимать, что государство слышит и готово сотрудничать в этом направлении. Социальная служба и общественные организации, возможно. Вот это все сообщество. Что вы думаете, не хватает в их работе? Что можно было бы усовершенствовать? Но если говорить о взаимодействии между организациями и государственными учреждениями, то, наверное, нам не хватает все-таки общей базы, открытой между организацией, общей базы данных, которая позволяла бы нам в ручном режиме каком-то, да, отслеживать работу с той или иной семьей. На данный момент нам приходится созваниваться, встречаться, это очень много времени и сил занимает. И вот этой полной базы данных, на самом деле, ну, насколько мне известно, нет сейчас ни у одной организации, ни одной государственной структуры. Это то, что тормозит на самом деле нашу работу. Вот это, наверное, единственное, что бы я отметила, вот, что касается именно взаимодействия с какими-то другими учреждениями, да, и организациями. А сколько у вас сейчас подопечных? Вы знаете, вот именно такую статистику, градацию мы не ведем, но на данный момент у нас около 400 семей на попечении, но это опять-таки не только многодетные семьи, получается. Это матеря-одиночки, да, это дети, семьи, где дети с инвалидностью, это неполные семьи. То есть вот именно базу данных по многодетным семьям мы вот пока ее еще отдельно не ведем. Конечно, проблематика, она схожа в каждом районе, но можно подметить, что каждый район, он в свою очередь тоже индивидуально развивается. Например, восточная часть трудится на полях, и мы видим, что семьи готовы работать в сельской местности, и они это делают и живут за счет того, что они производят. Мы, в свою очередь, имея возможность контактировать и взаимодействовать как с различными фондами, организациями, так и на государственном уровне, привлекаем всевозможные ресурсы. У нас есть такой позитивный опыт и различные примеры, когда после предоставления той или иной помощи на примере сельхозпродукции, сельхозоборудования той или иной семье предоставили, например, газонокосилку или инкубатор, с учетом их внутренних ресурсов и возможностей, семья уже самостоятельно может оказывать себе поддержку и также зарабатывать, предоставляя услуги у себя в округе. А что, на ваш взгляд, стоило бы добавить в этот закон, который будет защищать многодетные семьи? Мне показалось, что там не хватает пункта о том, чтобы обеспечивать многодетные семьи жильем либо земельным участком. Вот, мне кажется, вот этого пункта там не было. Либо выделять какую-то денежную сумму на то, чтобы конкретно улучшать жилищные условия. Опять-таки повторюсь, проблема с жилищными условиями на сегодняшний день это номер один, а соответственно это сказывается на качестве жизни наших детей, это сказывается однозначно на их здоровье, как физическом, так и психологическом. То есть вот на это, наверное, стоит тоже сделать как бы большой упор. Очень важно, чтобы в основу легло законодательство, чтобы закон был принят и все соответствующие структуры работали скоординированно, и чтобы были определены ответственные структуры и исполнители. Что в наших условиях лучше? Все-таки вот эта льготная система или что каждый ребенок должен вот как от рождения и до какого-то определенного возраста иметь какое-то пособие, вне зависимости от того, многодетная эта семья или нет?
Мое видение, что одна мера поддержки не должна исключать другую. Это совсем, как бы, мне кажется, разные вещи. Когда у многодетной семьи есть льготы, да, там по коммунальным услугам, по каким-то другим, да, услугам, и есть пособие единовременное или же ежемесячное, да, это разные вещи. В любом случае, это все необходимо на сегодняшний день. Вот в нашем государстве семьи многодетные, мы знаем, получают пособие, да, там 500 рублей, 700, 1000 и выше. Но даже этого не хватает. Если посчитать, то этой суммы даже эта сумма даже ниже прожиточного минимума, учитывая, что наши семьи, они числятся еще и малоимущими, получается. Да, есть многодетные семьи, которые не смотрят на эти пособия, но многие на самом деле живут от пособия к пособию. И это ощущается, если пособие задерживается, это очень ощущается даже на работе нашей организации. Поэтому я считаю, что одно другое не должно исключать. И вот этот законопроект, если будет принят, да, будет оказываться такая поддержка, какая-то посильная, да, от нашего государства вот таким семьям, как это скажется на демографии, на ситуации демографической? Хотелось бы, чтобы положительно, конечно, сказалось. Естественно, если говорить, например, даже о моем окружении, да, люди, которые, в принципе, имеют финансовые возможности, всегда слышишь, что там на 3-го, на 4-го не рискнешь, потому что очень сложно сегодня не просто воспитать ребенка, а дать ему достойное образование, обеспечить его всем необходимым, да, чтобы ребенок ни в чем не нуждался и рос в позитивной такой атмосфере. Многие, понимая, что у них нет возможностей своих личных, да, и, соответственно, от государства тоже нет такой поддержки, они именно так и рассуждают, что они бы не рискнули. Но мне кажется, что если бы и помощь от государства была бы соответствующая, то, скорее всего, мнение людей, которые именно так рассуждают, изменилось бы. По крайней мере, в это очень верится. Хочется верить, что данный законопроект повлияет на демографию, что у людей будет больше возможностей и уверенности в завтрашнем дне. И так как мы сталкиваемся с тем, что среднестатистический человек, он, конечно, взвешивает определенные риски, заработную плату и так далее. А исходя из этого законопроекта мы видим, что льгот предостаточно, и мы верим в то, что семьи будут планировать развиваться дальше. Разработка законопроекта о мерах социальной поддержки многодетных семей еще продолжается. В процессе участвуют законодатели, представители профильного ведомства, общественные организации, социальные службы. Принятие закона, несомненно, улучшит социальное положение семей, в которых воспитывается 3 и более детей, и позволит им с уверенностью смотреть в будущее. В то же время, как считают эксперты, регулирование этой сферы должно положительно сказаться на демографической ситуации в стране.